Вы знаете, вообще вот по инициативе Гортек мной вот была введена переписка. Было принято решение об установлении тарифов по бытовым потребителям. Да? Вот если представитель Гортек здесь есть, то что до 700 киловатт по 70 ин и выше 2,16. Вообще вот эта методика, методология, как вообще возникла и как вообще возникли эти лимиты, я до сих пор нормального, хорошего ответа не получила. И это еще тем более связано с тем, что сейчас возможно, да, вот здесь говорится о том, даже в отчете прокуратуры написано, то, что вот эти расходы по ТЭЦ сейчас лягут на тарифах на наших, которые выплачивает народ. Вот. И хотела бы конкретный ответ у представителя Гортек я услышать. Время можно остановить? Замдиректора. У нас существует две методики. Первая методика – это было прежнее положение формирования стоимости товара за номером 83. И вторая методика – та, которая регулятивная, где мы применяем для энергетического сектора, для 8 компаний. Каким образом рассчитался 700 киловатт-часов? Вы знаете, в 2014 году у нас осталось 8 миллиардов воды. И мы просто эти 8 миллиардов гарантировали населению, пересчитали на электрическую энергию и могли гарантировать населению именно по дешевой электроэнергии именно 700 киловатт-часов. Все остальное, которое они потребили бы, это было бы с учетом уже импортной электроэнергии. Ну, соглашение по импорту электроэнергии, оно же закончилось в 2018 году. Правильно, оно закончилось. Мы брали, энергосектор брал 2 миллиарда сумм Минфина на 2 года, беспроцентные. В течение 3 лет данная сумма была погашена, но в 2013 году, если вы посмотрите топливную составляющую по ТЭЦ Бишкек, она была около 3 миллиардов. ТЭЦ Бишкек, начиная с 2017-2018 годах, начал вырабатывать больше. Вот уже говорили, где-то больше на 145 мегаватт. Чтобы эти 145 мегаватт нарастить, надо такой же объем топлива купить по углю, по газу, мазуту. Поэтому на сегодняшний день топливная составляющая составила первый год 5 миллиардов, когда мы импорт покупали. На сегодняшний день 4 миллиарда, 4,5 топливная составляющая. Поэтому тот необходимый объем электроэнергии, который мы закупали за границей, сейчас вырабатывается на ТЭЦ Бишкек. В рассмотрении новых тарифов весной будет пересматриваться вот этот тариф? У нас в планах есть социальный тариф. В планах есть. Мы до первого полугодия должны расчеты внести в правительство по тарифной политике 2019-2023 годы. Да, мы там планируем рассматривать тарифы только социальные. Планируете на увеличение или на уменьшение? На сегодняшний день мы рассматриваем факт 2018 года. По итогам только работы за предыдущие годы мы сможем ответить. Ну, вот здесь вот в отчете прокуратуры конкретно сказано, что тарифы будут увеличиваться. Что вы скажете на это? Өкмөт бүгүнкү күндө тарифти көтөрүү боюнча саясатты жүргүзүп аткан жок, биз карай элекпиз. Биздин буга чейин кылган среднесрочный тарифтин пландын мөөнөтү түгөнгөнүнө байланыштуу жаңы тарифтин планын түзүп кабыл алышыбыз керек, бирок ал жерде көтөрүү маселеси каралган жок. Бул жерде жазылып турат. Карыздан кутулуу үчүн электроэнергия болгон тарифтердин баасы көтөрүү керек болот деп. Бул биздин жарандарыбызга түздөн түз материалдык жактан түйүшүктүү алып келет дегенди билдиребиз деп прокуратура жазып атат. Айда Жекшенбековна, прокуратура ал маселе менен заңдаш этпейт. Алардын бул сунушу. Сунуш болуп атпайбы? Ооба. Бизде башка маселелер бар, башка жактан источниктерди таап, жанагы карыздардан кутулуу боюнча. Пока бүгүнкү күндө убактыбыз бар. Энергохолдинг боюнча кандай чечим болуп атат азыр? Өкмөттүн айтканы боюнча биз энергохолдингти, энергия системадагы реформаны бүтүрбөйүнчө жаңы тарифти карабайбыз, биз да айтканбыз. Ошол саясат менен. Мен өз сунуштарымды жибердигенбиз сизге, Гортеккечи. Ошону дагы карап коюңуздарды суранам да. Анан дагы бир суроо. Прокуратуре, получается, имущество. Насколько сейчас имущества хватит для покрытия вот их ущерба? Вот вы сейчас соглашаетесь, что у экспертами названо 110 миллионов долларов?
Жакшы түшүнгөн жокмун, айтып атсаңыз. Имущество осужденных, да? Имущество да, осужденных, тяга. насколько хватит покрыть расход, то, что им предъявляется, 110 миллионов долларов? Жооп берилди бул суроого. 435 миллион соттолуучулардын мүлкүнө арест камак салынды дедик. 437? 30. $413 миллион 885 миң 392 сом. Кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрүнө камак салынган соттолуучулардын. Бул дагы аз болуп атпайбы? Анда, значит, все-таки ведется к тому, что на повышение тарифов, я так понимаю. Добавьте, 10 секунд кош бересиз? 10 секунд кош. Анан жанакы бизден при Бакиеве тоже, да, сколько имущества у нас национализировалось, сколько было изъято, и оно ничего не ушло на покрытие каких-либо издержек по кредитам. Как в этом случае будет? Будет ли... Рахмат, Айда Жекшенбековна. Жооп берип коюңуздарбы? Конфискациядан кийин. Айда Жекшенбековна, микрофон берип койлачы, 10 секунд. Кайталап коесузбу акыркы вопросуңузду? Вот при Бакиеве тоже было национализировано, конфисковано различное имущество, и мы не увидели, как им покрыли, что покрыли. В этот раз как будет? Будет ли... Айда Канчыбековна, соттун акыркы күчүнө кирген өкүмдөрдүн негизинде соттолуучулардын мүлкү конфискаланат. Кыймылсыз мүлктөрү мүлк фондусу аркылуу чечилеттир, акчалайы Минфин аркылуу.